Сегодня у нас видео будем записывать интервью с Абдул-Алимом Махсутовым. Это ногайский общественный деятель, активист, вообще известный среди ногайцев блогер. И живет он на данный момент в Стамбуле, в Турции, учится. И сегодня мы поговорим о том, как сейчас живут ногайцы, какие у них проблемы, какие достижения, какие задачи перед ними стоят. Я думаю, что Абдул-Алим Махсутов сможет нам пояснить, и вообще всем, кому интересна эта тема, будут более ясно в ней разбираться. Приветствую тебя, Абдул-Алим. Я Да, буду Алим, да, обращаться? да, Алим, как легче, Алим, Абдулалим, разницы нет. Да, салам алейкум, всех приветствую. Мгм. Мне очень приятно на вашем канале выступать. Ты учишься в Стамбуле, да? Да, в Стамбульском университете. Это старейший университет Турции. Он основан еще Мехмедом Фатихом. Многие, может, не знают, но Мехмед Фатих, который завоевал Стамбул, он не только сделал из Айя Софии мечеть, что сейчас очень актуально, но Мгм. еще и основал на второй день после завоевания, он основал университет. И вот с тех пор, с 1453 года, этот университет работает по сей день. В этом университете очень многие и наши, скажем так, тюрки России, да, прошли обучение, и даже, там, люди, которые на слуху у всех, там, например, если беспристрастно подходить, то это, например, Бен-Гурион, это первый премьер-министр Израиля, такой был. Он тоже здесь проходил обучение, что многие не знают этого факта. Также юртовский нагаец Наджиб Гасри, это очень известный такой человек для начала 20 века. Он очень серьезный литературовед и очень серьезный человек, который именно филологией занимался, именно литературой занимался. В общем, те, кто занимается этими сферами, они этого человека очень хорошо знают. И я здесь тоже прохожу обучение. Для чего? Для того, чтобы, скажем так, исследовать османские архивы и исследовать вообще вопрос нагайцев в Турции с точки зрения, скажем так, обывателя, с точки зрения историка из России, но при этом тюркского происхождения, да, то есть изнутри, но со стороны одновременно. К сожалению, такого взгляда нам не хватает, то есть даже там, если вы слышали, Айвар, ты, наверное, слышал тоже, там очень много говорят, нагайцы Турции, и нагайцы Турции это такая абстрактная вещь, которая Мгм. вроде бы как есть, но никто досконально не знает, что с ней происходит, в каком она Я понял. состоянии. Алим, мы поговорим с тобой обязательно сегодня о нагайцах Турции. Это одна из таких интересных тем. Мгм. Я так понял, у тебя профессия там историк. Да, на историческом. Это так, здесь Эдебиат факультеты называется, это факультет письменности и отдел истории, да, Тарих Болему называется. Там учусь, да. В каком курсе уже? Первый прошел, и теперь на второй перехожу. С октября месяца уже на втором курсе буду. Ага. Так, понял. Ну, давай сейчас подробнее расскажешь еще позже. Я вообще о тебе узнал, когда наткнулся в интернете на проект Old Nogais. Мгм, Это где ты размещал старинные ногайские фотографии, связанные мгм. с ногайским прошлым. Я вообще, на самом деле был поражен этим проектом. Почему? Потому что было сделано качественно, стильно, и в целом даже на 4 языках там подписи были. Йөрәк түбен толғатқан, есті түсті аударған, көз ясларды шыбыртқан, қанды қайнап юыртқан, авел ноғай әдәмләр, бек әлемет суретләр.
Такое ощущение, что там большая достаточно команда работала, но потом я там начал, ну, просто заинтересовался, так, думаю, кто это основал, да, вот такой проект, потому что все равно я как-то стараюсь, ну, у нас с тобой чуть-чуть схожие сферы, вот, как, Да. вроде, ну, чуть-чуть там есть такие сходства, я думаю, надо опыт перенимать в любом случае. Зашел к тебе на страницу, там увидел то, что ты сказки там озвучиваешь, то, что ты там сам вообще много статей пишешь именно о истории нагайцев, да, ну, именно твои размышления, да, какие-то там поиски. И с этого момента я с тобой, ну, так заинтересовался и начал вообще следить там, и вот на аккаунт твой подписался, но потом, правда, что-то отписался. Ладно, дело не в этом. Вот. Интересно. Дело в том, что, ну, я именно с этого момента как бы с тобой начал знакомство. Расскажи, пожалуйста, как ты создал этот проект, вот, Old Nogais? Вообще интересный вопрос, и он связан косвенно, правда, но связан с казахами. И я думаю, что вот твоему зрителю это будет интересно. Дело в том, что вот я приехал сюда, в Стамбул, и обнаружил такую серьезную проблему. Есть такой щепетильный вопрос, да, вот я не знаю, для кого-то он щепетильный, для кого-то он, не знаю, неприятный, для кого-то он очевидный, что, ну, есть такой вот устоявшийся в народе момент, что нагайцы и казахи – это один народ. И здесь, в Турции, странно, да, что я с этого начал, но сейчас я объясню. Здесь, это сейчас главная боль вообще между нагайцами и казахами. Да. Но я вот стараюсь абстрагироваться именно от вот этих вот интернет-баталий и стараюсь подойти к этому более с научной стороны, беспристрастно. Это очень важно, чтобы, ну, для каждого историка, наверное, самым важным качеством является беспристрастность. Человек должен быть беспристрастным. И вот я участвую здесь часто на фестивалях, например, фестиваль «Этноспорт», который посещают там больше миллиона, 1,5 миллиона человек ежегодно этот фестиваль, и я представляю там нагайцев, нагайскую культуру. И что я увидел? Вот нагайцы, которые здесь живут в Стамбуле, они проживают примерно в тех же районах, где, ну, компактно, да, в тех же районах, где проживают казахи. И много смешанных браков, и там связи и так далее, очень так тесные. И когда мы поставили юрту, там, начали развешивать внутри там нагайскую атрибутику и так далее, я увидел, что нагайская атрибутика там составляет около 5%, ну, максимум 10%, а остальное это казахское. И я спросил, ну вот, есть же как бы казахская юрта, это наши братья, и мы любим, вот есть казахская, есть кыргызская. Почему у нас здесь казахская атрибутика? Они сказали, что, ну, это наша, ну, мы же один народ, и это наша культура, и типа вот мы не делаем разницы между казахами и нагайцами. Тогда я просто сделал подборку из старых фотографий, ну, так как я увлекаюсь историей, как бы, и у меня под рукой было несколько старых фотографий, и отправил им в группу, как бы, чтобы они увидели, что, ну, какая у нас была культура. То есть я сказал, что если, ну, я спросил у них, какая у вас цель с прихода сюда и участия в этом фестивале, они сказали, демонстрация нагайской культуры. Я сказал, тогда вы не исполняете эту цель. Вы, наоборот, хуже делаете, как бы показываете культуру братского народа, но и вводите людей в заблуждение о том, какая культура у нас. То есть потом вот эти турки, которые пришли, они там патриоты и так далее, они любят там, хотят изучать нагайскую культуру, но при этом они придут и увидят вот не нагайскую культуру, культуру другого народа, и будут считать, что это нагайская культура. И после того, как они мне сказали, типа, что это за фотографии, мы вообще не понимаем, ну, типа, ты нам прислал фотографии каких-то мужиков, вот, мы не знаем, кто это, что это и так далее. Тогда я понял, что стоит потребность вот в таком вот проекте, и что его надо делать не на одном языке, это тоже я понял сразу. И сначала у меня этот проект выходил именно на нагайском, но на латинице, да, вот нагайской, и на русском, на 2 языках. Потом же я начал уже добавлять и турецкий,
и английский, и арабский потом еще тоже начал добавлять, потому что у нас есть и диаспоры в арабоязычных странах, чтобы люди видели, как одевались, как вели себя, как держали себя наши предки. Вот именно вот для этого. И чтобы у них не было ошибочного представления. Я думаю, что именно вот с появлением этого проекта, в том числе, когда люди с разных национальностей начали смотреть эти фотографии, они начали понимать, что да, действительно, одежда отличается, да, действительно, какие-то черты внешности отличаются, какие-то предметы обихода. И именно тогда вот действительно уже это доказывало то, что нагайцы имеют свою собственную культуру, свою собственную историю, да, то есть и уже ни к татарам, ни к казахам их присоединить уже нельзя было, в общем. Ну, в этом плане я что хочу сказать, да, естественно, для нам дороги братские отношения и с казахами, и с татарами, но саму идентичность народа дает то, что его отличает от похожих на него, на них народов, да. Например, нас делает нагайцами именно то, что нас отличает там от казахов, от татар, там, от турков, а не то, что нас с ними, как бы, у нас с ними совпадает. Именно то, что нас отличает, это и есть наша идентичность, это и есть наше, как бы, самосознание, да, вот, что у нас вот так, а у них не так. Поэтому мы нагайцы, а они казахи. Или они татары, да? Понимаете? И это очень важно. Этим нельзя пренебрегать. Мы вот когда я столкнулся с идеями пантюркизма, да, вот здесь они очень распространены, и в странах СНГ тоже очень распространены вот эти вот идеи пантюркизма или идеи локального какого-то пантюркизма, да, как вот вопрос казахов и нагайцев. Я столкнулся с тем, что люди не хотят замечать то, что нас отличает друг от друга. Они хотят замечать только то, что у нас сходно. Но если мы пойдем таким путем, то придется, скажем так, какому-то крупному народу ассимилировать все остальные народы. А более малым народам это не понравится. Казахам не понравится то, что их турки захотят ассимилировать, там нагайцам не понравится то, что их татары захотят ассимилировать и так далее, да? Настоящее же братство, оно заключается в равноправии, в равном отношении между друг другом. В этом отношении я хочу похвалить башкир. Башкиры – это пример такого отношения, и, ну, по отношению к нам, к нагайцам. Также гагаузы. Также, если мы говорим о кавказском обществе, да, о кавказском сообществе, в котором мы тоже участвуем, нагайцы, да, то это осетины. Вот осетины, они являют такой образ братского народа, соседского народа, которые не, скажем так, не посягают на что-то чужое, да, при этом уважая их и сохраняя его для нас, потому что когда-то нагайцы жили в Дигории, это горы, да, вот высокогорье, Кавказское высокогорье, это район Осетии, и там сохранились нагайские склепы. И ну, осетины спокойно могли сказать, что это вот какие-то вот аланы были, вот это чуть другие аланы и так далее, потому что там проживали нагайцы из племени Ас. Это тоже как бы аланское племя, но не принадлежащее к осетинам. Но они этого не сделали, и причем они сохранили память об этом и даже продолжили ухаживать за этими склепами. И это пример такой, да, вот. Хоть они не тюрки, но они вот как братья поступают. Я заметил, что так иногда в интернете так слежу, общаюсь с нагайцами, и заметил, что именно вот башкиры из-за своего вот этого отношения, такого непредвзятого, равного отношения, именно они любовь завоевали нагайцев, и нагайцы сейчас больше всего тянутся к башкирам. Причем постоянно это пишут. Ну, я замечаю просто, это уже люди не так, как сказать, неосознанно даже бывает уже пишут, как уже соотносят себя. Ну, то есть это вот пример того, что не силой, а наоборот равные как-то и располагают к себе. Это отношение подкупает в хорошем смысле этого слова. Потому что, к сожалению, мы привыкли немного к другому. Мне иногда кажется, что соседние народы, это мы на Кавказе сталкиваемся, и в общем, да, вот среди тюркских народов, что они решили, что нагайцев уже нет. И что все, что нагайское, можно как бы назвать своим, под предлогом то, что какая-то часть нагайцев, какие-то группы нагайцев влились в их народ,
Ну, в этом случае мы говорим, что хоть нас осталось мало, численность немного сложный вопрос, да, потому что если мы будем считать по России, то я считаю, что примерно нас около 250-270 тысяч человек, по официальной переписи нас 100 тысяч. Ну, я объясню, почему я так считаю, потому что это юртовские нагайцы, кто-то их зовет татарами, это 60 тысяч плюс к 100 тысячам, да, и еще около 100 тысяч в Крыму. Там у меня знакомые крымские татары, которые как бы нагайского происхождения, они говорят, что из 300 тысяч крымских татар около 100 тысяч это нагайцы. И оценочное такое число, это в России получается около 100 тысяч, около 250-270 тысяч нагайцев. И поэтому, когда говорят, что я не буду говорить называть народы, но как бы примеры приведу. Когда говорят, что типа вы ёкаете, а мы там по-другому как-то говорим, поэтому эти топонимы, они наши, да, там, и эти земли, они были нашими, потому что вы вместо «ши» говорите «с» и так далее, такие вещи. С такими вещами мы, к сожалению, сталкиваемся от братских народов, от наших тюркских народов, от которых мы в первую очередь ожидаем какого-то хорошего отношения и так далее. Это, есть, например, среди некоторых народов есть какая-то там тюркофобия, да, они склонны объединять всех тюрков под одну гребенку и ко всем относиться враждебно. Есть, к сожалению, такая черта. Но когда мы сталкиваемся с таким отношением от своих братьев-тюрок, это, конечно, удручает. И когда мы сталкиваемся с примерами там гагаузов, с которыми мы мало контактируем, но все равно мы сталкиваемся, и мы знаем эти примеры, или башкир, то для нас это очень приятно. То есть для нас очень важно, чтобы к нам так относились. Поэтому мы так очень ценим это, и поэтому народ очень воодушевляется, когда находит таких братьев, на самом деле братьев, как они говорят, да. Ну, конечно, среди любого народа такое есть, но хотелось бы, чтобы в таком общем ключе, основном ключе, чтобы и от других народов тоже такое отношение было. Сейчас очень интересные процессы у нагайцев происходят. Мы активно следим за вами. Расскажи, пожалуйста, сегодня, например, мы наблюдаем процесс, как 100 тысяч, ты говорил, что 250 тысяч, но официально я думаю, что те, кто действительно считают себя нагайцами, прям нагайцы, я думаю, где-то 100 тысяч сейчас, да, примерно. Да, такой... 100-110 тысяч, если так. Да, но такой относительно небольшой по сегодняшним меркам народ, раскиданный по разным регионам России, да, но сейчас мы наблюдаем то, что очень много пассионарных личностей появляется именно в нагайском народе, активно работают в интернете, активно возрождается историческая наука, да, то есть именно исторические какие-то моменты разбираются, и в целом такое ощущение, то есть складывается впечатление, что это не 100 тысяч, а несколько миллионов на самом деле работают, потому что действительно постоянно какие-то мероприятия проводятся, постоянно вопросы поднимаются. Я недавно знаю, что у вас съезд был у нагайцев. И вообще в целом какой-то сейчас пассионарный, новая, наверное, стадия какой-то пассионарности у вас начала у нагайцев. Поэтому сейчас я договорю. В этой связи расскажи, пожалуйста, с чем ты это связываешь? С появлением интернета? Я этот процесс называю нагайским ренессансом. Да, скорее всего, это появление интернета. Почему? Потому что нагайцы волею исторических событий, да, и они оказались на разных территориях. То есть есть несколько компактных групп и менее компактных групп проживания нагайцев в разных регионах. И они были отрезаны друг от друга, как и культурно, субкультурно, так скажем, да, или это не совсем верная терминология. Так и расстояние разделяло, и так и исторические процессы нас разделяли разные. А сейчас с появлением интернета у нас появилась возможность общаться друг с другом, появилась возможность, скажем так, находить какие-то моменты, которые нас объединяют, и решать сообща общие проблемы. Ты упомянул о съезде, это был очень положительный пример живого активного нагайского гражданского общества, это очень важно, это признак, скажем так, городской культуры в какой-то мере, да. Это переселение нагайцев в города тоже сыграло свою роль.
там, в северные регионы, в Москву, да, вот там многие в Астрахань, ну, Астрахань изначально, там, как бы, вокруг Астрахани были ногайские поселения, но и переезды в Астрахань и так далее, тоже они сыграли свою роль, то есть увеличение городского населения, потому что все-таки в городе больше свободного времени, в городе можно подумать о чем-то, кроме того, там, что делать со скотом и что делать с землей, да. Вот. Эти все процессы, они сыграли, скажем так, на руку или на пользу нагайцам, и вот эта вот пассионарность, она, да, она выросла в разы причем. И плюс ко всему, да, скорее всего, толчком, вот таким вот первым звонком всего этого стал съезд, когда разные группы и по взглядам, и по мировоззрению, и там по каким-то другим признакам разные группы нагайцев, они объединились против общей беды, против какой-то общей угрозы. Они вышли и без никакого насилия, без никакой агрессии, без никакой там, ну, без никакого негатива, да, они объединились, вышли и сказали свое слово, и отстояли свои права, и до сих пор продолжается вот этот процесс, к сожалению, до конца он не завершился, вот этот вот земельный процесс, земельный вопрос, да, вот эти вот ЗОЖ, землю отгонного животноводства, к сожалению, вот в Ставропольском крае он решился, этот вопрос, а в Дагестане никак не решится уже долгое время. Вот, но народ за этим следит, и вот там есть такой человек, как Руслан Насыров, это глава собрания депутатов Ногайского района в Дагестане, он этим вопросом занимается очень плотно, взаимодействует с властями региона и так далее. Вот этот вопрос стал первым, то есть это стало толчком таким, да, вот к тому, что мы можем. То есть ногайский народ, он, к сожалению, ну, как бы нам вдалбливали постоянно, что мы не можем, что нас мало там и так далее, что малый народ, вот эти вот все формулировки, которые мы сегодня от хейтеров своих слышим, да, что вот вы малый народ, там, вы вымираете и так далее, вот это нам все это постоянно говорили, и у народа сложился такой пессимистический взгляд на свое будущее, и долгое время народ думал, что он ничего не может, что ничего в его силах нет, и что народ слабый и так далее, нет своего региона. А в конечном итоге мы все это обернули наоборот, как бы на свою сторону, и сейчас многие даже аналитики говорят, что плюс и сила нагайцев именно в том, что у нас нет своего какого-то регионального центра, что мы рассредоточены. Вот это вот наш плюс. И Конкуренция, да, рождается? Да, то, что у нас нет какого-то центра, на который мы постоянно оборачиваемся, что у нас внутри такая живая демократия, скажем так, да, самоорганизованность высокая, что мы как бы сложились как народ уже, ну, не то чтобы сложились как народ, а как современное общество, вот в таких условиях, без какого-то политического центра и так далее. То есть мы сами научились сплачиваться. Вот это все сыграло роль, да. И сейчас то, что происходит, процессы и в Астрахани, да, и в других регионах тоже, это все также показатель того, что народ способен, и народ хочет расти, и хочет развиваться. И я думаю, что вот сейчас, вот с тем настроем, который у нас сегодня есть, у нашего народа, дай бог, иншаллах, будет большое будущее. В школе у вас преподавался ногайский язык в твоем селе? Да, и преподается сегодня тоже. Ну, тогда у нас с начальных классов преподавался ногайский язык, но сейчас тогда он преподавался в обязательном порядке, то есть все ногайцы должны были проходить ногайский язык. Сейчас он преподается в качестве факультатива. Но этот вопрос поднимают, у нас есть региональная национально-культурная автономия Ставропольского края. Они поднимают этот вопрос, они хотят, чтобы снова ногайский язык преподавался в обязательном порядке, то есть в основную программу входил. Также была такая инициатива, чтобы включить ногайский язык, экзамен по ногайскому языку, как включить в перечень экзаменов ЕГЭ, чтобы он был обязательным для представителей ногайцев. Да? Тогда бы дети учили этот язык. Да? Ну, то есть для них то, что это факультатив, уже не играло бы роли, да, то они бы ходили туда, чтобы сдать экзамен. Но, к сожалению, вот сейчас такое положение, это в Ставропольском крае и в Астраханской области, так как это не, скажем так как у нас нет там национальных районов,
Из-за этого вот такое положение. Что касается Республики Дагестан и Республики Карачаево-Черкесия, это как там, скажем так, субъектообразующими народами являются нагайцы, там преподавание является обязательным. Около 3 часов в неделю, кажется, там преподают нагайский язык, и вот там вот обязательное обучение. И у меня есть знакомый, ну, это такое уже как бы отступление, у меня знакомый есть из Дагестана, из Кавказа, и она говорит, когда, говорит, ну, у нагайцев там, она не нагайка, она представитель кавказских народов, вот она говорит такую фразу, что когда нагайцы иногда так шутят между собой, то что я нагай, ты нагай, мы друг другу помогай, короче. Да, это мем такой, да. Это когда-то в каком-то дагестанском рэп-треке такая фраза промелькнула, там какой-то вот в группе был нагайец, и там вот это, они вот это вот сказали, это вот просто любой кавказец, если встречает нагайца, первая фраза вот это вот. Я ногай, ты ногай, мы друг другу помогаем, да, все. И все, и помогает, да? Давай, основная наша тема. Расскажи, пожалуйста, в каких регионах России проживают нагайцы и на какие, не знаю, как вы правильно это называете, подгруппы или группы подразделяются? Сейчас, секундочку. Так, нагайцы подразделяются изначально, если мы будем говорить, да, нагайцы подразделяются на несколько таких групп. Это нагайцы Нагайской Орды, нагайцы Большой Орды, включая Астраханское ханство, и нагайцы Крымского ханства тоже. Нагайцы Нагайской Орды, они подразделяются на несколько орд. Это, ну, основное это Большая Нагайская Орда и Малая Нагайская Орда. Также в Большой Нагайской Орде подразделяются джембайлуковцы, это вот выходцы из Алтаульской Орды, это вот современный запад Казахстана. Сегодня вот все представители этих народов, они проживают в нескольких регионах. Есть нагайцы, если мы будем идти, давайте мы пойдем от более знакомого к более специфическому, да. Есть нагайцы в Оренбургской области, это кундровские или салтанаульцы. Это ближайшие родственники вот, ногай-казахов, которые живут в Джанибекском районе Западно-Казахстанской области. Это те нагайцы, которые не стали ногай-казахами. И ногай-казахи, они переехали, скажем так, бежали после... Они поддержали вот Пугачевское восстание, и потом были из-за этого как бы подвергнуты некоторым наказаниям, из-за чего бежали на территорию казахской степи, и там потом в Букеевской Орде их записали казахами, и они стали как род среди казахов. И вот эти вот в Оренбурге, они остались там, и мы видим метрики, например, как они еще в начале 20 века себя определяли как нагайцы, но сегодня, к сожалению, они определяют себя как татары. Причем татары соседних сел определяют их как нагайцев. Они говорят, ногайлар говорят. У меня очень хороший знакомый оттуда, с Оренбургской области, как раз с тех районов. Это вот Радик Амиров, он работал долгое время в МИА «Россия сегодня», это РИА Новости бывшие. И вот он даже об этом рассказывал, говорит, вот в этих селах мы, говорит, их всегда нагайцами называли. Вот. Но сегодня они там живут, татарами называются. Дальше, если мы пойдем на запад оттуда, то вот эти ногай-казахи, да? Они живут рядом с рекой Сакмарой, да, знаменитой? Да, река Сакмара, там есть села Шишма, есть там другие села, там несколько сел. Вот. Ну, основное такое, самое нагайское село – это Шишма. Давай дальше. Так, об этом, кстати, видео выходило тоже один из моих проектов, это вот Нагаеведение, это тоже мой проект. Амансыз ба, аяулы қараушылар. Бүгін біз бек сейірлі бір Қараноғай халықтың кесегі ақында сөйлейікпіз, Қобаншылар ақында. Это твой проект, наверное? Да. Ну, мы вместе с некоторыми ребятами, я там как главный редактор, потому что у меня все-таки есть вот в медийных проектах у меня есть опыт, и я там как главный редактор. Вот. Ну, это очень такой тоже крутой проект. Я даже иногда, я вот сколько уже делаю, там вот всякие видео снимаю, у меня нет такого уровня съемки, такого уровня как бы дизайна, как-то вот у вас вот, не знаю, видно, что кто-то вот такой серьезный, кто-то руководит, потому что там всегда четкие, ясные описания, какие-то заставки, вот, ну, в общем, классно. Я так даже немного к
что-то копирую у вас. Очень приятно мне. Так, дальше, если мы идем, то это вот ногай казахи или же буки-ордынские нагайцы. Они сами себя, вот те ногай казахи, которые себя нагайцами как бы, ну, идентифицируют, да, такие есть, они себя просят называть буки-ордынскими нагайцами. Тоже это, ну, мне не тебе мне о них рассказывать. Да. Не, а просто разве есть такие? Я просто таких не встречал. Да, что, есть чтобы такие. казахи из рода новый казах, они говорили, что мы нагайцы. Я таких, честно, не встречал. Есть и внутренний диспут, и есть и там отдельное размышление, там индивидуальная внутренняя борьба, да, вот такая, типа, кто я, нагайец или казах. То есть я общался с такими людьми и общаюсь с ними, поддерживаю связь. Вот. Определенные трудности есть с тем, что в Казахстане они, скажем так, сталкиваются с трудностями, что сложно там переписаться нагайцам. То есть даже есть там, ну, есть там селение такое, оно не относится к вот, Букейской Орде, но селение возле Алматы, где татары, они изначально были татарами, если с точки зрения истории говорить, но они сейчас себя идентифицируют как нагайцы, но они сталкиваются с трудностями того, что они даже из татар не могут переписаться по закону в нагайцы. Им говорят, что мы вас не перепишем. Ну, потому что они идентифицируют себя как нагайцы, вот, и у них такое желание возникает переписаться, и вот они не могут. И я спросил вот у некоторых из вот буки-ордынских нагайцев, сталкиваются ли они с такими трудностями, они сказали, что да, сталкиваются. Ну, есть такой диспут среди новых казахов, он не массовый, но группа такая есть. И мы видим это даже на примере Саратовской области, потому что, скажем так, пик вот осознания себя именно как нагайцев, он присутствует в Саратовской области. В последней переписи там около 300 человек записались нагайцами. И, скажем так, по данным, которые у нас имеются, это вот именно вот люди из числа буки-ордынских нагайцев записались. Потому что там нет 300 человек, там нет нагайцев столько. Вот, в самом городе Саратове. Ну, вообще вот эта тема, она, конечно, вообще и как бы в том числе и для меня, она как бы важна, потому что я сам происхожу из рода Новый Казах, из подрода Кояс. Вот. Но я на самом деле вырос как бы среди... Ну, и у меня очень много знакомых, кто также из рода Новый Казах. И, в принципе, как бы в Волгоградской области очень много Новых Казах, ну, именно вот представительного рода Новый Казах. И есть такое село Кайсацкое, там, например, или там Паласовки, это, ну, очень много. И есть такой район Женебек, и в Саратовской области, вот у меня, например, супруга, она из другого подрода, но тоже Новый Казах, и она из Саратовской области. Я вообще, если честно, я такого не встречал, чтобы человек казах, ну там, из рода Новый Казах, он говорил, что я нагайц. Ну, я просто это даже вот, ну, безусловно, мы как бы понимаем, что мы даже вот каким-то таким чувством относимся, конечно, к нагайцам, но мы понимаем, что у нас есть там какие-то корни, да, когда-то наши предки были, как часть наших предков были нагайцами, потому что, например, я сейчас договорю, потом это скажешь, да, потому что, как известно, то, что нагайцы, которые присоединились к казахам в 1747 году, вроде, ну, примерно в этих числах, они сразу же, буквально в течение, ну, даже не в течение нескольких поколений, а сразу же они начали смешиваться с казахами, потому что казахи, ну, практически не видели от них отличий, ну, на тот момент. Конечно, там, я читал Харузина, там говорится, что и в одежде были какие-то отличия, и в произношении, но именно как на таком массовом сознании казахи не считали их другим народом. В том числе, поэтому они сразу начали смешиваться там с родом Берж активно, там с другими родами, и поэтому как бы сразу начал... Это, знаете, это не с точки зрения того, что я хочу сказать, что вот так, да, а это реальная история, как бы то, что народ сразу начал смешиваться, да? Да, смешанные браки сразу появились, это однозначно. Соответственно, сейчас, на данный момент,
говорить тем казахам, которые уже там на протяжении 280 вроде лет, да, которые уже сейчас живут в казахском обществе, да, то есть у них там полностью там традиции казахские, язык их родителей в том числе является казахским, да, там практически на 100% казахский, на 100% русский, там нагайского вообще, нагайской там даже ни одной традиции как бы нету ни одной традиции. Даже я больше скажу, то, что сейчас среди нагайцев, там в том числе в Джаныбекском районе, у них нагайского только то, что род Ногай, и, соответственно, 4 подрода. Вот. Ну, мы можем же исследование такое провести. Это для меня было бы очень интересно. Просто, я как бы от себя не говорю, я общаюсь с этими людьми, мы с ними на связи и общаемся, и причем общаемся на чисто нагайском языке с некоторыми из них. Вот. У людей есть даже желание изучать свой язык, они знают литературный язык даже чище, чем многие нагайцы, некоторые вот из этих представителей. Мне не ногай-казахи, а сами казахи рассказывают о тех ногай-казахах, которых они встречали и которые им доказывали, что они не казахи, а нагайцы. Вот. То есть вот такие вот сообщения, они мне приходят совершенно из разных источников. И я вижу людей, которые у меня там в друзьях в Фейсбуке и так далее, они задаются вопросом, кто я, ногай или казах. Да, вот, то есть внутренняя какая-то борьба. То есть этот вопрос, он есть. Я бы не сказал, что он горячий, что он там, скажем так, супер актуальный. Нет, он сейчас не актуальный, но при этом он существует в обществе. И я, например, даже слышу о таких там, например, разговорах там, на свадьбах или на каких-то там посиделках среди людей, кто мы, нагайцы или казахи, и там даже происходят диспуты там, и так далее вот, между некоторыми людьми. Мы можем сделать так, и это будет очень интересно, это прибавит интерес к этому видео. Мы можем сделать так. Мы можем попросить написать в комментариях тех ногай-казахов, которые считают себя нагайцами. И посмотреть, будут ли такие. Если мы такой вопрос зададим, в любом случае, кто-то напишет так, а кто-то... Да можно задать такой вопрос, то что пусть те, кто считает себя там, из рода ногай-казах, если они посмотрят, но они считают себя казахом, пусть напишут, что они считают себя казахом, если считают себя нагайцем, то, что нагайцы... Ну, я думаю, в любом случае... Это будет спор. Давайте смотрите так. Тогда будет спор, типа, начнут писать «я казах», а потом нагайцы к нему зайдут «да ты же ногай», там, и так далее. Вот без этого вообще, можно так сделать. Что... Тема трепещущая, потому что я думаю, что она разлада добавит вообще в отношении между нагайцами и казахами. Я так не считаю, это же интересно. Это то, что как раз-таки это один из моментов, который нас объединяет. То есть, скажем так, это же такой вопрос, который реально существует, да? В отличие, например, от такого момента, который, например, нагайцев раздражает, там, период Ногайлы, да? Период Ногайлы — это чисто такой, это такой фольклорная особенность казахской традиции, которая возникла в связи с там, перенятием некоторых эпосов, да? Возникло такое. А это чисто исторический и этнографический такой момент, и он интересный. И он есть. И раз уж мы его упомянули, то он все равно там встанет. Мы можем его в более конструктивное русло перенести и попросить, например, тех ногай-казахов, которые себя считают нагайцами, сказать, что вот мы есть. А если там казахи начнут писать «да ты предатель» и так далее, то на такие сообщения пускай не обращают внимания. И пускай никто не вступает в полемику, пускай полемики не будет. Вот. И это будет интересно. Полемика на случай будет. И ладно, в общем, тогда такая тема. Но я честно... Они есть. Сказать, просто мы даже мероприятия проводили с такими. У нас было такое, скажем так, флешмоб. Они есть. Я, конечно, если честно, к такому роду как бы не очень отношусь, потому что, во-первых, 280 лет, во-вторых, сейчас я скажу, во-вторых, полное смешение как бы с казахами, причем там даже, кроме рода ничего не осталось. В-третьих, то, что уже много таких представителей именно из рода ногай-казах, которые повлияли в том числе на развитие казахской культуры. Например, один из величайших
казахов вообще, и в том числе последних времен это Гумар Хараш, он из рода Ногай Хуяс, тоже Ногай Казах, потом Мустаким Ихсан, ну, в общем, много личностей есть. И это, вот мне кажется, это как раз таки тот случай, когда человек, не являясь представителем определенного народа, вот, будет говорить, что он, ну, как сказать, Не, ну почему? Он же имеет право на это. Он, если человек по отцовской линии, он ногай, и он возвращается к своим корням. Ну, я приведу такой пример, да. Это, конечно, не 280 лет, но это вот как раз-таки начало, да, вот такого вот осознания себя, возможно. Был такой Ахун Казакай, который тоже переселился в казахские степи, даже в Актау, как я знаю, там есть улица имени Ахуна Казакая. Мухаммад ибн Али от Дагестане, это вот как раз таки вот из тех нугаев, которые потом стали нугай-казахами. Он всю жизнь прожил, ну, весь последний отрезок жизни прожил он среди казахов, был их кадием, и его сын уже, Али, его звали, насколько я помню. Есть архивные данные, и даже вот на последней конференции, в сборнике последней конференции «Нагайцы 21 век» выпущена статья по вот этим письмам. Письма Найманового Куба, каранагайского, вот дагестанских, да, нагайцев, к администрации русской о том, что сын этого Ахуна Казакая, там, через около 60 лет после того, как они переселились, он просит о возвращении на Кавказ, вот, в Ногайскую степь. Он просит о возвращении, и ему разрешают, и он обратно переселяется. То есть десятки лет прошло с тех времен, как они переселились в казахские степи, и потом все-таки он возвращается. То есть это показатель того, что у них вот эта вот национальная идентификация, она жила, и, скажем так, в понимании окружающих многих там, ну, я читал этнографический материал по поводу ногай-казахов, я знаю, что понимание окружающих, они как раз-таки являются ногаями, а не казахами, да. Это очень важная же вещь, вот как в связи вот с этими юртовскими, там, оренбургскими ногаями, да, так и в связи с казахами, то есть принимает ли их та среда, в которую их, скажем так, внедрили, или нет. Вот этот вот момент, он же заставляет людей спросить себя, а кто я? То есть кем я являюсь? Я казах? Ну, да, хотя сейчас... казахи-то меня называют ногаем. Или я ногай? Но при этом у меня ногайского ничего нет. И эти люди начинают копать в себе, и у них этот вопрос возникает. И раз уж есть такие люди, и это целые группы в народе, то почему бы не изучать? То есть если бы среди них не было этих... скажем так, вот этих групп, я бы не упоминал их. Пойми. Я понял. Еще такой, как бы, отвечу еще. Вообще, в целом, я думаю, что этот момент будет, кем себя будут идентифицировать как раз-таки новые казахи, этот момент зависит от самих казахов, других родов. Потому что если вот, да, вот если казахи других родов будут говорить, вот, ты там ногай, ты тот-то, тот-то, в принципе, то, конечно, к этому ничего хорошему это не приведет. И сейчас, например, вообще в целом сам казахский народ, он состоит из разных родов. И в том числе есть разные этнические группы, которые изначально даже, ну, как бы, не были казахами. Например, среди казахов есть там потомки киргизов. Например, среди казахов есть часть, например, есть вообще часть, изначально, когда был сформирован он был сформирован на основе монгольских родов и кыпчакских родов. Вот. Ну, это просто, это уже, конечно, такой исторический. Ну, я разделяю, смотри, чтобы ты понимал, я разделяю, например, группы, например, нагайцев, которые вошли в тот или иной народ, они же есть вообще у многих народов. Даже у чеченцев есть тейп-ногы, есть нагой род у кабардинцев и так далее, да, вот таких вот очень разных. Среди кыргызов есть род ногой.
если мы такие рода будем смотреть, ну, конечно же, у многих родов. И если нагайцы начнут кидаться к тому роду, к этому роду, типа, это вы нагайцы, там кричать, это шовинизм, это ни к чему хорошему не приведет. Но есть, скажем так, группы, которые были внедрены или записаны, ну, я не хочу сказать записаны, но внедрены в среду того или иного народа достаточно поздно, это раз. И два, это, скажем так, искусственно, да? При этом они, три, сохраняют свою идентичность, хотя бы, скажем так, смешанную идентичность, да? Или же, как ее называют, переменную идентичность. То есть, сталкиваясь, если нугай казах, он попал к казахам, и он оставался нугаем очень долгое время, и это в, скажем так, материалах, да, смешение пошло, то есть смешанные браки пошли, но они себя идентифицировали как нугаи, но потом Букеевский хан, в том числе, чтобы получить, скажем так, больше земель, он записал нугаев как род, и именно с того периода они начали, скажем так, административно быть одним из родов казахов, да? То потом, ну, скажем так, позже, вот, именно из-за этого они стали частью казахов. И вот когда казах, что касается смешанной идентичности, когда казах из рода нугай, казах, видит нугая, он говорит, я тоже нугай, понимаешь? И вот это вот называется смешанная идентичность. Это все равно, что юртовец, юртовский нугай, да, который в переписи пишется как татарин, встречая нугая, где-нибудь на работе или там просто в поездке какой-то, он говорит, я тоже нугай, мы же тоже нугай. То есть он четко себя идентифицирует как нугай, да? Вот эта вот переменная идентичность, вот эта вот смешанная идентичность, она у них присутствует. И вот эти все моменты нужно учитывать. То есть это не должен быть какой-то фактор, который нас разделяет, да? Это должен быть фактор, который повышает интерес к нашим связям. Это же интересная группа, то есть часть все равно навсегда останется казахской. В том числе вот эти вот личности, которые влились в состав казахов и внесли огромный вклад, никто на них не будет претендовать никогда. Они навсегда останутся казахами. В том числе Гумар Караш там, и другие вот деятели, там я знаю, что были главами вот западно-казахстанской области, Новые казахи там, и так далее. Это, конечно, для нас, скажем так, комплементарно, что это было так, да, что великие люди вышли из довольно-таки небольшого числа. Там большое количество не указывается, там как сказать, это правильно. Если, конечно, всех почитать, кто там был, конечно, там достаточно большое число. Да. Почему? Потому что нугай казахи, ты сейчас сказал то, что он их приписал, чтобы получить земель. На самом деле он их добавил в состав казахов, потому что они у него составляли как бы придворные люди, они у него были, нугай казахи. У хана Жангира. Поэтому среди них было много богатых и образованных людей, в общем. Поэтому. Ну вот, в общем, вот этот вопрос, он стоит, он никуда не денется. И, скажем так, не нагайцы его поднимают. Это тоже очень важно. Нагайцы не поднимают вопрос казахов, вопрос нугай казахов. Вот я думаю, что ты тоже не встречал, чтобы нагайцы поднимали этот вопрос. Но этот вопрос, он существует. Я думаю, вот, кстати, как раз таки в этом вопросе я с тобой не соглашусь, то что сейчас, например, активно этот момент, есть люди, я сейчас не буду называть, среди нагайцев, которые этот момент поднимают. Потому что в том числе... Но это, наверное, вот из-за того ренессанса, который происходит, решили вернуть все, что было потеряно. Количество нугай казахов на самом деле сейчас, там написано в Википедии, еще где-то написано 10 тысяч, но я абсолютно не верю в то, что 10 тысяч, потому что целый Дженибек, Дженибекский район, там практически каждый второй, там, кого тыкнешь, он на казах, потому что я там не однажды был, да и в принципе в Палацовском районе, в Ленинском районе Волгоградской области, там в Саратовской области, там очень много казахов именно из рода Нового Казаха.